Уже больше года в городской больнице Докучаевска в Донецкой Народной Республике вместе с другими врачами из Якутии работает травматолог Сергей Петрович Васильев. Пациенты привыкли видеть его в белом медицинском халате, но по важным датам и событиям врач надевает военную форму, на которой висит медаль за отвагу. Немногие знают, что в 2022 году Сергей Петрович стал одним из первых добровольцев-якутян, которые отправились в зону проведения специальной военной операции. А война – это эпидемия травм, получается. Поэтому как СВО началось, мы с другом Назаром Иннокентьевичем начали стучать в дверь военкомата. Но нас пока не брали в первый раз. Потом создался отряд «Ботр», создали. Через Ивана Петровича Черкашина, председателя Ассоциации боевых действий Республики Саха-Якутия, мы первыми записались, одними из первых записались в отряд в качестве врачей, военных врачей. Решение о добровольном участии в СВО и родные, и коллеги Сергея Петровича приняли без лишних вопросов, понимая патриотический настрой врача. Моя жена, она воспитание патриотическое, поэтому она восприняла положительно. Решение мы вдвоем приняли, и я поехал. А так, конечно, нас деньги не интересовали. Именно патриотическая мысль была. Потому что у врачей зарплата высокая. А на СВО, из-за денег, если поехать, то смысла нет. Поэтому чисто на патриотическом духе поехали. Прежде чем отправиться на фронт, бойцы прошли сборы в Ростовской области. Они заняли всего 4 дня. Видимо, сказался боевой опыт добровольцев, знание оружия, умение стрелять. Нас учили, как стрелять, как тактическая медицина была. По поводу моей работы в тактической медицине, практически я все знал, поэтому там разногласия немножко были. У них чуть-чуть по-другому велась учеба. Не как в гражданской, чуть-чуть военные были. А так для меня легко было. А насчет стрельбы и стрелкового оружия, якуты все с детства охотники, поэтому всем легко давалось. И стрелять, и из гранатомета, и кидать гранаты – это легко. Срочную службу я не проходил. А военная кафедра, звание лейтенант запаса. Там и в советское время у нас в школе НВП был, урок НВП. И с 9 класса я автоматы, все ребята, которые из Советского Союза, все и стреляли, и сбор автомата легко проходил. Все умели. После учебки добровольцев отправили на фронт, на Харьковском направлении. Всех распределили по разным подразделениям, где уже находились бойцы из других регионов России. Всех распределили по деревням, по фронту, по всему фронту. Такого, что именно тут якуты воюют, или буряты воюют, или русские воюют, такого не было. Все вместе воевали. Как мы приехали, например, участок фронта, да, там в основном якутов не было. Якутов вообще не было. Мы приехали, они питались сухпайками. Рядом дикие свиньи бегали, кабаны. Наши ребята приехали и начали добывать мясо. Пошли на охоту? Пошли на охоту. Некоторые часть, ребят, и нам распределяли мясо, и мы хорошо питались, можно сказать. Каждый день мясное было, блюдо из мяса. В августе месяце и в июле погода прекрасная в Украине. Смотришь, там яблони полное яблок, вишни.
Ну, с одной стороны, и комаров нету, интересно. Ну, первое впечатление так. Сергей Петрович полностью понимал и осознавал, что его ждет на линии соприкосновения. Ведь из мирной жизни его окружали боль, кровь и ранения. Ну, врачи привыкшие. Они работают с кровью. Хирурги, травматологи. Поэтому для меня вот такой сложности или такой боязни такого не было. Такого чувства ваше не было. Все вот мы добровольцы. Они отличаются от мобилизованных, потому что они добровольно идут на фронт. У них настроение у всех было приподнятое. И у меня тоже боевой был, приподнятое настроение было. Так и шли. Да, полностью понимал. Потому что я с детства общался с ветеранами войны Великой Отечественной и немножко представления имел насчет войны. И по работе тоже, как я сказал выше, работа у нас связана с ранениями. И бывают, поступают дети с огнестрельными ранениями, с ножевыми поступают или с тяжелой травмой после ДТП. Поэтому фронт работы у нас почти одинаковый. Поэтому такого страшного я не видел. Выживать и поддерживать боевой дух Сергею Петровичу и его сослуживцам помогало боевое братство. Каждый из тех, кто принял решение взять в руки оружие для защиты интересов своей родины, четко понимал и осознавал, для чего он тут находится. Боевое братство это существует. Она есть и будет. Война всех сплачивает. И невзирая на национальность, на богоисповедание, все становятся братьями. Кто, как единомышленники, получается. Мы все воюем против фашизма. Поэтому сплачивает всех. Обязательно связь остается. У нас несколько групп есть. Вот, перекидываемся там, разговариваем в группе. Связь все равно, я думаю, на всю жизнь остается. Все останутся все братьями, я так думаю. До конца жизни, наверное. Вот так. Многие второй или третий раз, даже некоторые четвертый раз контракт подписали. И сейчас некоторые воюют. Вот так. Сильно за них переживаете? Да, переживаю. Некоторых даже с нами уже нет живых. Вот так. В зоне специальной военной операции Сергей Петрович отслужил весь трехмесячный контракт. Получил ранение и от командования был награжден высшей солдатской медалью за отвагу. Вернулся домой, но вскоре вновь отправился на специальную военную операцию. На этот раз по линии Министерства здравоохранения. У вас сколько командировок было? У меня Ботур, там я контракт подписал, тогда 3 месяца было. Потом 3 командировки было по линии Минздрава. Первая командировка по линии Минздрава это в Ростове-на-Дону. Я работал с Назаром Никитевичем в эвакуационной бригаде. Летали на вертолетах, доставляли раненых из ДНР, ЛНР, Запорожья. В общем, эвакуировали более 1400 раненых эвакуировали. Совместно эвакуировали. Работа, конечно, с риском для жизни, но очень интересная была. Когда мы летали и мы эвакуировали, смертей не было таких. Потому что контролировали по монитору тяжелораненых, вводили лекарства, перевязывали у кого кровотечение. И всех живыми доставляли до госпиталя. Вот так было.
С 2024 года Якутия взяла шефство над городом Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Помимо всего прочего, в городе стояла острая нехватка медицинских специалистов. И когда якутским врачам предложили поехать на подмогу докучаевским коллегам, Сергей Петрович вызвался одним из первых. Вторая командировка и третья связывает меня с Докучаевском. Через Минздрав я узнал, что тут врачи работают. И я добровольцем тоже по своему собственному желанию сюда приехал. Тут мы проводим хирургические операции, травматологические операции, проводим, смотрим амбулаторных больных, 50% военнослужащие. Выполнили в течение года более 600 операций хирургических и травматологических. Якутов очень много встретили, оказываем высококвалифицированную помощь. Всем оказываем высококвалифицированную помощь, оперируем. И они с радостью тоже встречают нас, врачей. И они чувствуют себя как дома. Да, некоторые удивляются, некоторые удивляются. А еще потом, наверное, когда узнают, что вы через Ботру заходили, так... Я не рассказываю. Я про войну не рассказываю раненым. Если сами узнают, то узнают, то нет, так нет. За месяцы, проведенные на передовой, и год работы вдали от дома и семьи, Сергей Петрович ни на минуту не сомневался в правильности своего выбора. И самое главное, что его настроение разделяют и самые близкие люди – жена и дети. Это долг Родины надо защитить. Если мы не защитим, то кто защитит? Поэтому я полностью, пока я живой, я честно отдаю свой долг Родине. Жена, дети воспринимают как я. Они тоже понимают, что отец воюет и оказывает помощь в тылу и в зоне боевых действий, выполняет, я как защитник Родины, получается. Они это все хорошо понимают и воспринимают тоже так же.